эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Сегодня страна отмечает день рождения главного документа – Конституции России. Якутян с праздником поздравил глава региона. Энергосистема всех субъектов Дальнего Востока нуждается в проверке и резервных мощностях. Юрий Трутнев оценил последствия обледенения в Приморье. Жители Мирного исполняют новогодние желания особенных детей. На днях в алмазной столице стартовала благотворительная акция «Елка добра». Глава Якутии поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации. Цитата. «Каждый ответственный гражданин России своим волеизъявлением одобрил новые и внес поправки в действующие статьи Конституции, которые направлены на укрепление единства и наращивание мощи нашей многонациональной страны, на обеспечение ее целостности, на расширение социальных гарантий государства. Мы вместе со всей страной с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее, стремимся сделать Россию процветающей страной. Уверен, что Конституция и впредь будет служить надежным ориентиром для стратегического развития нашего государства», написал Айсен Николаев. Энергосистема всех регионов Дальнего Востока нуждается в проверке и резервных мощностях. Об этом заявил полпред президента в макрорегионе Юрий Трутнев. Напомним, что в ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций. По мнению Трутнева, в каждом субъекте нужно создать резерв источников питания и изменить систему реагирования на ЧС. Если ситуация субъектовая, то возместить эти затраты самому субъекту. Если признана федеральной, в этом случае возмещение идет по линии федерального правительства. Возгорание произошло в районе речного порта столицы республики. Об этом нашему телеканалу сообщили в единой диспетчерской службе города. Сообщение о пожаре поступило в службу. Подробностей нет, сказал оператор. Минстрой России рассчитал стоимость жилья в будущем году. Почти 50 тысяч рублей в среднем по России будет стоить квадратный метр. Сильнее всего жилье подорожает в Москве и на Дальнем Востоке, а подешевеет только в Бурятии. Участники рынка с расчетами министерства не согласны, полагая, что рост цен будет более значительным. Значительный рост произойдет также в Якутии и Ленинградской области. По мнению экспертов, цена поднимется до 4000 рублей за квадрат. Минсельхоз предложит меры стабилизации цен на продукты. Их представят в ближайший понедельник. В ведомстве выразили уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания. Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию. Потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты. Получение налогового вычета за квартиру по ипотеке упростят в России. Теперь, чтобы получить право на имущественный вычет, заявителю не потребуется документально подтверждать свое право. Нужно будет заполнять заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. Система обрабатывает информацию, обратившись к необходимым источникам, например, в банк, который выдал кредит. Срок проверки данных заявителей и срок выплаты денежных средств на счет также станут короче. Все регионы Дальнего Востока получили вакцину от коронавируса. Последним препараты получил Камчатский край. Ранее в пресс-службах региональных правительств сообщали, что в течение недели в регионы поступали партии препарата. Так, первыми на Дальнем Востоке к вакцинации населения приступили на Сахалине. Островной регион получил 300 доз. Якутия также получила партию вакцины в количестве 300 доз. 201 случай COVID-19, в том числе 26 носителей, выявили в Якутии за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 94 заболевших, Алданский и Вилюйский районы по 10, Мегино-Кангаласский 9, Горный и Мирнинский по 8 случаев, Нерюнгринский 6. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших. За сутки лабораториями региона проведено 3200 исследований на коронавирус.
Интернет-мошенники каждый раз придумывают все новые схемы обмана. Если раньше в ходу были сообщения о помощи, якобы близкого родственника и просьбы выслать деньги, потому что кто-то попал в беду, то теперь в ходу различные махинации с картами от лжесотрудников банков. Как еще мошенники могут похитить ваши кровные? О схемах обмана Олеся Васева. Шуба остается висеть в шкафу. Попытка продать ее на одном из популярных сайтов успехом не увенчалась. А вот платежная карточка обнулилась – минус 13 тысяч рублей. Корреспондент Алмазного края стал жертвой мошенников. Разбираемся, как это произошло и можно ли было бы этого избежать. Конечно, можно, если внимательно читать все условия покупки-продажи на сайте. Оттуда можно узнать, нельзя реагировать на запросы в WhatsApp. Перейдя по ссылке, отправленной вам мнимым покупателем, вы рискуете попасть на сайт-двойник и уже начать общение с мошенниками. Попытки обмануть продавца – история давняя. Еще 4 года назад Марина Токинаева пыталась продать диван. Тогда онлайн-кабинеты еще не были так популярны. Девушке пришлось идти к банкомату. Когда он мне начал диктовать свой мобильный номер телефона, чтобы я привязала свою карту, мобильный банк подключила на его номер, я уже тогда ему задала вопрос, зачем я должна подключать свою карту к вашему номеру. И тогда, естественно, слышала гудки на своем телефоне. Сейчас, чтобы отдать свои деньги мошеннику, даже к банкомату идти не надо. Нужен только телефон и ваша доверчивость. Еще пару лет назад самой популярной схемой было интернет-попрошайничество, когда кто-то из близких якобы попадал в беду. В социальной сети ВКонтакте мне пришло сообщение от моей очень хорошей знакомой о том, что ей нужна определенная сумма денег, я уже не помню, 16 то ли тысяч, то ли 19. Я сразу же сделала скрин данного сообщения. По WhatsApp отправила своей знакомой и говорю, что вот такие-то сообщения от тебя приходят, тебя взломали. Сейчас эта схема уже не работает. Самый популярный вид мошенничества в этом году – звонок представителя банка. На втором месте – покупка или продажа вещей в интернет-магазине или на сайтах объявлений. Во всех этих случаях люди сами передают свои личные сведения мошенникам. Никогда не надо диктовать свои банковские данные. Ни код из СМС, это тем более, ни оборотную сторону. Мошенники же они тоже, они не глупые люди. Они хорошие психологи, они на это обучаются, читают книги с целью того, чтобы ввести человека, войти к нему так в доверие, чтобы никто ничего не заподозрил. В этом году в Ленский отдел внутренних дел на мошеннические действия подали 84 заявления. Это только те, кто посчитал свой убыток внушительным. Пока ленским следователям удалось раскрыть только 27 преступлений. Перед Новым годом, когда покупательская активность увеличивается, нужно соблюдать еще большую осторожность. Об этом предупреждают и сотрудники банков. Когда клиент сам сообщает код доступа к своей карте, вернуть средства уже не получится. Об этом нам сообщил банк в письме на официальный запрос. Важно соблюдать правила финансовой безопасности. Крупные онлайн-площадки никогда не присылают ссылки на оплату. Все операции проводятся на их официальных сайтах, названия которых также важно внимательно проверять, чтобы избежать ресурсов подделок. Банк предостерегает от попыток указывать на интернет-ресурсах или сообщать личную информацию кому бы то ни было по любому каналу связи. Тотально не доверять людям сложно, но пока это единственный способ не дать мошенникам себя обмануть. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Нерюнгринская семья Орловых вошла в тройку победителей заочного конкурса «Молодая семья Якутии». О своих впечатлениях они рассказали Екатерине Павловой. Конкурсы, фестивали, соревнования. Для Орловых это и есть жизнь. Так активная семья проводит свой досуг. В прошлом году они стали победителями районного конкурса «Семья года-2019». Орловы – одна из ярчайших молодых семей Нерюнгринского района. Общий стаж семейной жизни Анны и Александра – 8 лет. Супруги помимо основной работы активно участвуют в молодежной политике района и являются волонтерами Нерюнгринского отделения Россоюз Спаса. Сегодня состоят в штабе добровольцев по оказанию помощи в экстренной ситуации. Нам нравится все делать с семьей вместе. Узнаем о друг друге много нового, открываемся с разных сторон. Дочь Настя и сын Миша уверенно шагают по стопам родителей, не раз с удовольствием принимая участие в конкурсах и фестивалях. Всей семьей мы играем во флорбол, занимаемся боксом, каякингом, посещаем каток, ходим в туристические походы и сплавы.
Онлайн-формат конкурса в этом году включал в себя немало заданий. Видеоролики, визитная карточка «Таланты нашей семьи», создание своего семейного герба, кулинарные традиции, фоторассказ о семейном досуге. Все проходило именно онлайн. Живого общения у нас не было. Конечно, сцена это гораздо сложнее, это выход, перебороть себя, выйти на публику. Все равно интересно, как для саморазвития, что ли, что-то с другой стороны на себя посмотреть. Семья Орловых своим примером, опытом и успехами помогает укреплять в общественном сознании главные ценности – крепкой семьи и позитивного родительства. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Жители Мирного исполняют новогодние желания особенных детей. На днях в алмазной столице стартовала благотворительная акция «Елка добра». Как принять участие и подарить частичку праздника тем, кто в этом нуждается, расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. В преддверии Нового года в Мирном уже стало традицией исполнять желания учащихся коррекционной школы-интерната. Суть в том, чтобы создать волшебную новогоднюю атмосферу, собрав подарки тем, кто в них действительно нуждается. Чтобы наши дети не чувствовали себя другими, а чувствовали себя такими же, как и все остальные. У нас была целая кипа писем Деду Морозу, в которые они просили встречу с кем-то, предмет, который поможет им в учебе. Даже такие вот очень много было таких пожеланий. Многие, конечно, хотели какие-то гаджеты. В результате пандемии мы не можем собрать детей вместе, как они любят. Мы так ступенчато организовали праздник для каждого из них. И в этом году это будет праздник-сюрприз. То есть дети даже не будут подозревать, что у них пройдет утренник. Такие чудо-елки расположены в 3 местах. Это в городской администрации, в магазине «Бубль-Гум» и в магазине «Аладдин». Для того, чтобы поучаствовать в благотворительной акции и осуществить детское желание, нужно выбрать любую открытку, открыть, распечатать ее, увидеть желание, купить подарок и положить под елку. В магазине «Аладдин» дополнительно от сотрудников предоставляется 30% скидка. В этом году почему-то у нас еще ни одной открытки, ни одного желания исполнено не было. Поэтому мы решили нашим дружным коллективом, сами с нашего аванса, от каждого у нас будет подарок, исполнено желание детское. Может быть, как-то остальные люди, смотря на нас, подтянутся. Мы все живем в одном городе, почему бы и не помочь? От этого мы не обеднеем, а деткам будет полезно. Осчастливить ребят могут все желающие. Акция продлится до 20 декабря. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.